Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. В Душанбе студенты осадили посольство США и пообещали устроить массовые митинги, если Запад не сдаст таджикских оппозиционеров. Скончался старший брат Ислама Каримова, его похоронят в царской усыпальнице Самарканда, включенной в список ЮНЕСКО. Чтобы уничтожить одних террористов, нужно ли поддерживать других? Россия готова поддержать талибов против ИГИЛ. Уйду на пенсию и буду играть на пианино. Президент Кыргызстана дал отчетную пресс-конференцию. В Ашхабаде власти выселили и снесли дома 100 тысяч человек, о компенсациях ни слова. Сегодня ушел из жизни старший брат Ислама Каримова Ибадулло Абдуганиевич Каримов, которому было 90 лет. Умер он точно в тот же день, что и младший брат Хуршид. Как и младшего брата, скончавшегося в 2009 году, самого старшего из Каримовых похоронили в Самарканде, но не на простом кладбище, а на территории мемориального комплекса Шахи-Зинда, то есть царской усыпальницы. По сообщению Зодлик, Ибадулло Каримов работал преподавателем в Институте торговли, а его супруга – медиком. Оба были простыми людьми, но все-таки пользовались привилегией быть родней всесильного президента. Старшего родича узбекского президента сегодня похоронили в Самарканде на территории включенного в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКо комплекса Шахи-Зинда. И хотя первые сохранившиеся постройки этого комплекса датируются XIV веком, тем не менее на нем отразились культурные напластования почти 25 веков Афросиаба, древней столицы Сагдийского царства. Шахи-Зинда считается местом захоронения царственных особ и знати. Там похоронены эмиры и родня великого амира Тимура. Основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается легендарная могила двоюродного брата пророка Мухаммеда, Кусама ибн Аббаса. По преданию, он был одним из тех, кто проповедовал ислам в этом крае, и позже этот комплекс стал важным местом паломничества, почитаемым в народе как святыня. Всего у родителей Ислама Каримова было 5 сыновей и 1 дочь. В живых до настоящих дней остались только Ислам и его старший брат Ибод. На похоронах младшего брата 6 лет тому назад, но ровно в тот же день, Ислам Каримов участвовал всего лишь 20 минут, и то под усиленной охраной сотрудников милиции и спецслужб. В столице Таджикистана сегодня студенты числом около 2 десятков в буквальном смысле осадили посольство США. Они потребовали от Америки ответа, почему на их требования об аресте и выдаче таджикских оппозиционеров Кабири, Тавулоева и Абдулладжонова до сих пор нет реакции. «Мы готовы устроить массовые манифестации и привести до 500 человек», заявили организаторы. По сообщению Азадагон, около посольства США собралось несколько десятков человек. Они требуют от дипломатов ответа на посланное ранее письмо. В нем провластные активисты потребовали ареста и выдачи из США и стран Европы 3 известных таджикистанских оппозиционеров. Бывшего премьер-министра страны Абдумалика Абдулладжонова, лидера движения Ватандор Дададжона Таволо и главы партии исламского возрождения Мухиддина Кабири. «Если не будет ответа, мы готовы провести большой митинг у стен посольства и привести до 500 человек», заявили они. В октябре группа активистов якобы по собственному почину составила петицию к странам Запада с требованием ареста вынужденных покинуть Таджикистан оппозиционеров. Эксперты сомневаются, что письмо было написано без давления со стороны властей, ведь его писали в Таджикском национальном университете под присмотром деканов и ректората. Активисты, ранее о себе не заявлявшие, считают, что уехавшие политики дестабилизируют Таджикистан и являются врагами народа. Это у нас уже 3-я попытка обращения к представителям посольства США, однако они еще ни разу нам не ответили. Я думаю, это неуважение ко всей молодежи Таджикистана, который против всяческой дестабилизации общества, кем бы то ни было. Горький опыт показал, что никакое третье государство не будет воссоздавать нашу республику, кроме нас. Мы призываем дипломатов к ответу на наше обращение. Это уже 2-я попытка давления на посольство в Душанбе. 19 ноября та же группа пришла к посольству Германии с аналогичным требованием и также пообещали в случае игнорирования их интересов устроить осаду деппредставительства. Но тогда немецкие дипломаты оправдались тем, что не получали письма, посланного Госпочтой. В течение почти 3 недель письмо из одного района в Душанбе не успело дойти в другой район столицы. Что думают о своей возможной выдаче те, кого требуют арестовать в Европе? Считают ли они позицию активных студентов глазом народа? За всех оппозиционеров разом, ответил Дададжон Тавулоев. Когда я слышу о том, что там группа молодежи или группа женщин выходили к какому-то посольству с требованием экстрадировать нас, я смеюсь. Я не могу понять, те, которые организуют эти мероприятия, так называемые,
Если у них мозги, если у них были бы мозги, они так не поступили бы. Конечно, это позор, это лицо, это визитная карточка этого режима. И какая власть, и такая у нее сторонников. Я больше комментировать такую тупость, такую глупость очень трудно. Одним словом, это дебилизм чистой воды. Россия поддерживает связь с талибами против исламского государства и даже готова поставлять оружие Афганистану. Это при том, что Талибан, впрочем, как и ИГИЛ, признаны Россией террористическими группировками. А еще не так давно главным апокалиптическим сценарием для Центральной Азии было вторжение талибов. Интересы талибов объективно совпадают с нашими, заявил Интерфаксу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, талибы без подсказки России борются с игиловцами, чувствуя, что фанатики, как когда-то Аль-Каида, пытаются их использовать для сугубо собственных целей – построения мирового халифата и ведения глобального джихада. Афганские и пакистанские талибы сказали, что не признают Абу Бакра аль-Багдади своим халифом. Это очень важно, подчеркнул он. Кабулов также заявил, что Россия готова поставлять оружие в Афганистан, но будет это делать с осторожностью и на коммерческой основе. В очередной раз чиновник отметил, что ситуация в области безопасности в Афганистане ухудшилась, и это создает потенциальную стратегическую угрозу для России, Центральной Азии и всего региона. Так ли уж безоговорочно верно, что враг моего врага – мой друг? Можно ли ожидать, что Россия намерена сотрудничать с Талибаном в борьбе с ИГИЛ? Мнение эксперта по Афганистану Амара Нессера. Мне очень сложно поверить в то, что Россия когда-либо будет сотрудничать с Талибаном. Ну, как многие эксперты говорят, российские эксперты, речь может идти просто о совпадении интересов. То есть можно говорить просто, мой друг, то есть речь может идти о тактическом совпадении интересов, не более того. Мне так кажется. Там не говорится, что поддерживают, не поддерживают, просто говорится о том, что есть канал связи и есть совпадение интересов. Талибан на данный момент в некоторых местах Афганистана действительно оказывает сопротивление расширению влияния ИГИЛ. Вот в этой связи. Не более того, я там не видел ни слова сотрудничества, союзничества и так далее. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. Цены на товары из Турции повысились для казахстанских потребителей, об этом сообщил глава МИД республики. Повышение вызвано блокировкой транзита казахстанских грузов на российской границе. Таджикистан планирует получать до $150 миллионов в год прибыли от проекта ЦАСа-1000, но для этого понадобится взять почти 300 миллионов кредитов от различных организаций, сообщено сегодня в парламенте Таджикистана при ратификации 6 финансовых соглашений по проекту ЦАСа-1000. Казахстан возьмет в долг $1 миллиард у Азиатского банка развития, чтобы закрыть дыру в бюджете. Соглашение о займе ратифицировал казахстанский парламент. Есть сведения, что аналогичный кредит будет взят еще и у Всемирного банка. Парламент Афганистана начал парламентские слушания по вопросу проникновения боевиков исламского государства в восточную провинцию Нангархар. Больше всего беспокоит парламентариев вопрос, откуда у террористов взялись вертолеты и самолеты. Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил $13,5 миллиардов. Совокупный объем экономик стран-членов ЕС превышает $2 триллиона 200 миллиардов. Внешний торговый оборот всех стран-членов союза превысил $1 триллион. Туркменистан запустил 733-километровый газопровод «Восток-Запад», закольцевав тем самым газотранспортную систему страны. Там же Бердымухамедов призвал Россию и Казахстан возобновить трехстороннее сотрудничество по строительству прикаспийского газопровода. В сети появилось видео последствий массовой драки между кыргызстанцами в Москве. На кадрах видно, как одному из посетителей кафе вонзили в спину отвертку. Драка произошла между посетителями кафе и его администрацией. В казахстанском городе Актабе мужчина перерезал себе горло в здании полиции. Он был фигурантом уголовного дела, его вызвали на допрос. По свидетельству приехавшей скорой, мужчина что-то разбил и стеклом перерезал себе горло. Причины поступка пока не установлены. В Душанбенском аэропорту приняты новые беспрецедентные меры безопасности. Теперь встречающие или провожающие пассажиров должны ожидать их на улице, причем на морозе.
В Москве прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. Главная интрига рядового протокольного мероприятия – поддержат все-таки или нет союзники действия России по Сирии и Турции. Предыдущая встреча в рамках ОДКБ вскрыла довольно серьезные противоречия по этому вопросу. Тогда Армения от имени всех заявила об осуждении Турции. Но позднее киргизские и белорусские ведомства поспешили опровергнуть это, заявив, что не давали права армянам делать такие резкие заявления. Киргизия и Белоруссия не уполномочивали представителя Армении делать подобные заявления и по-прежнему считают Турцию стратегическим партнером. Лидеры ограничились выводом, что инцидент с российским бомбардировщиком никак не способствует консолидации международных усилий, направленных на противодействие терроризму. И все. Такие резкие слова военных приводят источники. И вот уже вчера Москва начала выяснять, поддерживает ее все-таки или нет каждая конкретная страна, которая назвалась союзником. На встрече министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо последний заявил, что Таджикистан солидарен с Москвой по Сирии. Однако о Турции вновь не было заявлено ни слова. Шойгу подчеркнул, что в Афганистане нарастает угроза исламского государства. Минобороны России выполняет планы по перевооружению и оснащению сил Таджикистана, по наращиванию усилий по российской базе как в авиационной составляющей, так и по другим направлениям. В ответ на это министр обороны Таджикистана заявил, что республика поддерживает антитеррористическую операцию России в Сирии. Мы с вами солидарны. В ответ на это министр обороны Таджикистана заявил, что республика поддерживает антитеррористическую операцию России в Сирии. Мы с вами солидарны. Там же Сергей Шойгу заявил о завершении проекта по безвозмездной передаче Казахстану зенитных ракетных систем С-300. Это весомый, если не основной вклад в объединенную систему ПВО, подчеркнул он. Почему ОДКБ все никак не может стать похожей на НАТО в плане согласованного принятия решений? Когда партнеры станут союзниками на деле, а не только по бумагам, насколько таджикским военным далеко от выражения солидарности до участия в сирийской операции? Мнение казахстанского эксперта Рустама Бурнашова. Практически все военные аналитики, которые занимаются анализом постсоветского пространства, в том числе ОДКБ, всегда отмечали, ну и я в том числе, что ОДКБ не является союзнической структурой. То есть страны-партнеры по ОДКБ не являются союзниками. То есть надо понимать, что в формат международных организаций, то есть если страны входят в какую-то международную организацию, это не значит обязательно, что они являются союзниками. И я повторюсь, ОДКБ такие вещи не предполагает, то есть не предполагает союзнических отношений. То есть ОДКБ не предполагает очень жестких обязательств, которые страны брали бы на себя в отношении позиций друг друга. Поэтому то, что сейчас проявляется в ОДКБ, я повторюсь, для военных аналитиков не является какой-то новостью, это было очевидно, и более того, мы видим на протяжении всей истории существования и договора коллективной безопасности, то есть и организации коллективного договора, что такие ситуации, они происходили, и поэтому, ну, скажем, это совершенно вполне ожидаемо. Более того, очевидно, что участники этой организации, они и не планировали создавать альянсы. Даже тот формат, который обозначался изначально, он, скажем, союзнических отношений не предполагал. То есть это, то есть те направления, которые покрывают ОДКБ, они, в принципе, предполагают просто партнерские отношения. Это, мы с вами знаем, скажем, совместное противостояние некоторым новым вызовам и угрозам, ну, например, сотрудничество по борьбе с терроризмом и так далее. Это, скажем, торговля оружием по, ну, таким, скажем, приемлемым ценам, да, ну, в российском пространстве это принято называть продажа оружия по внутрироссийским ценам, да, и подготовка кадров, да, то есть вот основные, но есть еще дополнительные направления там, вспомогательные. Основные эти три направления, ну, в любом случае, при любом формате, они определяют союзничество. Сегодня президент Кыргызстана дал отчетную пресс-конференцию перед журналистами. Алмазбек Атамбаев рассказал, что через 2 года, когда закончатся его полномочия, он уйдет на пенсию, где будет играть на пианино. Кроме того, он готов отдать любому свой бизнес в Турции, если, конечно, кто-то сможет его там найти. Кроме того, он выступает за возвращение в стране смертной казни, но только для педофилов. Впрочем, были и другие довольно серьезные моменты, особенно по строительству каскада ГЭС. Президент считает, что Россия не сможет выполнить свои обязательства
и Путин в курсе, что будут искаться другие инвесторы. Атамбаев также рассказал о постоянных конфликтах на таджикской и узбекской границах и строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Видно, что вот в нынешней ситуации, когда экономика в России не находится на подъеме, скажем так, и тренды по цене на нефть, они идут только вниз, видно, что эти соглашения, по объективным причинам, я считаю, они не смогут быть выполнены российской стороной. Мне здесь трудно винить российское правительство за то, что соглашения были подписаны. Тогда была другая ситуация, сегодня другая ситуация. Но это говорит и о том, что тогда Кыргызстан, конечно же, должен выходить из этих соглашений и искать других инвесторов и на Верхний Нарынский каскад, и на Камбарату-1, потому что эти проекты мы останавливать не имеем права. В Ашхабаде продолжается снос жилых домов в рамках подготовки города к Азиатским играм в 2017 году. По меньшей мере 30 тысяч домов уже насильно разрушены властями. Это значит, что крова лишились по меньшей мере 100 тысяч человек. Ни о каких компенсациях до сих пор власти не упоминают. Все это описано в открытом письме правозащитных организаций к мэру Ашхабада Миратниязу Абилову. Международная организация за права человека и Туркменская инициатива по правам человека призвали принять срочные меры по защите прав принудительно выселенных из своих домов жителей Ашхабада. Они указывают, что снесены дома по меньшей мере 100 тысяч человек. При этом чиновники изначально не запланировали возможность предоставления альтернативного жилья населению. Администрация города не запланировала обеспечение альтернативным жильем всех выселенных граждан. Только часть из общего числа выселенных людей получила квартиры в качестве компенсации за разрушенное имущество. Остальные жители снесенных домовладений не получили ни компенсации, ни информацию о возмещении ущерба. Нам стало известно, что этим гражданам было предложено пожить неопределенное время у родственников, что нарушает их право на достойное жилище. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.